Друзья, всем привет! Это проект «Испытываем на себе» на канале Якутия-24. Сегодня у нас среда, отличное солнечное утро. И сегодня открытие сезона по среду. Но это еще не все. Сегодня мы узнаем, что это такое, во-первых, да, а во-вторых, мы выйдем в прямой эфир и расскажем, как это все происходит. Так, сбор у нас очень рано. Здесь на площади Дружбы. Вот уже сидят организаторы, я вижу. Доброе утро, страна. Доброе утро. Вот привет. Еще не время. Уже трое, да? Испытано на себе. Нет, половина уже даже больше. Что сегодня? А вы каждый день занимаетесь, да, зарядкой? День. О, А у нас же это НВК снимали же прямой эфир. ну вот сегодня мы будем кофе снимать в прямой эфир. Как часто вы занимаетесь? Вот как сезон начинается и зарядкой занимаетесь? Вот как сезон начинается у Валеры на суставной, так занимаемся. Но забываем по возрасту или как. Дома уже эти упражнения не так делаем, конечно. То есть это и специально суставная гимнастика, да? Специально суставная очень полезная. Ноги крепкие становятся после этого вообще. Прекрасно. Здорово. О, кажется, собирается. Ага. Ладно, удачи вам. Мгм. Ну, такая серьезная подготовка. Это складной стул, да? Это пока стол. Пока стол. Да. Евгений. Специальный чайничек именно для посредух. Это прекрасный горелочный чайник. Он объемом 3 литра. 3,3, если не ошибаюсь. Идеальный вариант, чтобы компанию буквально даже из 10 человек напоить прекрасным горячим напитком. То есть горелку даже с собой не обязательно возить. В принципе, да. Тут уже зависит больше от предпочтений, потому что все-таки кто-то любит, не костер, конечно, но какой-то там, допустим, другой вид. На своей горелке. Да, на своей горелке. Так, ну сейчас на площади Дружбы уже солнце поднимается все выше и выше. Ну, можно сказать, что период белых ночей уже достаточно давно начался. Вот. Позади меня идет традиционная суставная, как мы сейчас узнали, гимнастика. Вообще очень хорошо так прийти утром и, конечно же, размяться, сделать гимнастику. А здесь у нас наша посредуха. Ну, так, забегая вперед, скажу, что Евгений более подробно расскажет. Посредуха — это по средам велосипедисты собираются по утрам и готовят кофе. А после этого кофе пьют, завтракают, да. Даже вот, в принципе, есть те, кто приводит небольшой перекус и потом разъезжаются по работам. Вот. Но у нас сегодня тема — это выход в прямой эфир. Сейчас у нас видеокамера уже готова. Скоро я уже не смогу так вот свободно разговаривать, говорить на камеру, потому что придется говорить в другую камеру. Вот, у нас должен быть тестовый выход, проверка связи и затем уже выход непосредственно в эфир телеканала Якутия-24, Утро Якутии. Затем мне нужно будет приготовить кофе, да, себе, и уже с готовым кофе приехать в студию на эфир и, соответственно, угостить Веронику свежезаваренным утренним кофе, который мы заварили здесь. В общем, вот такой вот план. Как он получится, покажет время, как говорится. Ну, я думаю, что ничего этому помешать не должно. О, звонок. Алло. Физкульт, привет.
Да-да-да. Все готовы вроде на проверку, да? Готовы, а? Так, ну сейчас у нас идет рабочее подключение. Вот. Я тут тоже взял свои прибамбасики. Значит, горелочка для кипячения воды. Ага. Дашь побольше времени? Я тебе побольше времени дам, где-то до 7 минут. До 7. Там же будет с кем поговорить. Ну, поговорить. Мы с Женей поговорим. Ну, минуты 2-3, да? Женя, сколько? Минуты 2-3 поговорим, да? Да, ну сколько Потом скажешь? у нас есть Я здесь- могу говорить бесконечно, Руслан. Ты Да, же знаешь. Женя может говорить бесконечно. Значит, у нас есть еще здесь ручная кофемолка. Мы это покажем, да, как делается. Сосиски варятся у нас еще здесь. Знаешь, что? Кофемолка. Ну и я могу, в принципе, там свою эту штучку тоже зарядить, поставить, она быстро и заварить кофе, да? Сколько минут? 8, да? Хотят 7-8 минут дать. Ага. Руслан, Хотят 7-8. свет, говорят, главное нормально поставьте. Свет. Чтобы не было пересвета. Но у нас тут столик стоит. Сейчас сигнал видите, да? Видим. Сигнал есть уже, ага, все нормально. Ну вот примерно, наверное, ты где будешь стоять? Вот здесь будешь стоять. Ага, Жора будет стоять на этой точке. Так, а нам тогда... Ты не с руки будешь? С руки лучше, наверное. Ага. Мы с руки, короче, будем ходить вот так вот. Так. И вот по солнцу, да, будем снимать. Получается так. Покажи, как ты будешь с ручника, да? Да, Вот так вот будем да. общаться. Женя расскажет про что такое посредуха. Вообще про... Это же всероссийское же. Ну, Тема нет, не такая. совсем, да. Ну, я расскажу, российская, да. ага, Ну, да. в принципе, в Вот. городах Потом делают. мы подойдем... править, хорошо. Ладно. Лучше по WhatsApp. Ага. Сейчас у тебя время будет. И здесь будет про... Как вы зовут? Дмитрий, да? Дмитрий расскажет про кофемолку. Дмитрий расскажет про кофемолку. Намолим кофе. И потом я походу заварю уже кофе сам. А на чем я заварить? На полу? Где-то в 7:14 у тебя включение. В 7:14. 7:14. Хорошо? Что время есть? Доброе утро. Пожалуйста. У нас сейчас прошел тестовый созвон. Соответственно, проверили связь. И через 20 минут будет прямое включение. Саня, подержи хот-дог, пожалуйста, только не ешь. Тут у нас опасность в том, что еще 20 минут до включения, А люди но начали кушать. людей не остановить, да. Как Они бы к моменту кушают, включения всю еду едят, просто весь кофе выпивают. были пустые. Кошмар. Круто, вот. Так что люди, присоединяйтесь ежедневно, говорю. Ежесредно, да? Каждую среду Да. Евгений обещает такие вот Это интересные будет не выезды. только кофепитие, но и хот-догопоедание. А может быть даже что-нибудь еще. Потом перейдет фестиваль еды. Гастротур. Гастротур. Сейчас представляю запах кофе, да, и хот-догов переходит туда. Да-да-да. Не видят. Вы подходите, перейдите. О, это вот это интересно. Это как делается? Это типа вафельницы, да? Хлеб. Это чье? Там сыр, да? И нагреваешь, как бы, да? Вафельницу зажал все. У меня просто нету. Прикольно.
Якутия. Начинаем новый день вместе на Якутия-24. С вами Вероника Тамтосова. Ну а Руслан к нам подключится чуть позже и расскажет много всего интересного, поэтому не переключайтесь. Ну а у нас в эфире, у нас прекрасные гости, отличное настроение. Расскажем, чем пахнет лето, какие ароматы помогают сконцентрироваться и успешно сдать экзамены. Сегодня замечательный день, и он еще примечателен тем, что у нас правда наступило лето. Прямо сейчас о погоде. Итак, в центральных районах сегодня 14 градусов выше 0, в заречной группе плюс 12. Назвали житников, поскольку его праздник считался последним днем, подходящим для посева яровых. Так и говорили, у житника забота ячменное поле заборонить. В Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через реку Неву. 1953 год. Впервые покорена Джомолунгма, высочайшая вершина на земле. Почетный гражданин Кангаласского вуза. Александр Абдулов, советский российский актер театра и кино. Извини, пожалуйста. Испытано на себе. Так, ну сейчас у нас до включения осталось каких-то 10 минут. Хотелось бы немножко подготовиться. Надо дать должное, то есть организаторы привезли с собой воду, да, то есть 5-литровый чайник, как мы видели, да, Евгений поставил. Но, в принципе, сейчас по желанию участники тоже могут принести свои горелки, да, то есть и приготовить кофе сами. Тут у меня, я что было, выхватил быстренько с пикника. Здесь у меня небольшая такая система ниппель, значит, горелка, щепочница, она выходит в качестве такой подставки, вот, и подставка для баллона обычного газового с переходником для винтового баллона. Так. Такая немножко неустойчивая конструкция, но тем не менее поставил ее в безопасном месте. Так, и в термосе у меня такой небольшой лайфхак, здесь кипяток. Вот, заливаем полностью, и этот термос является таким френч-прессом. То есть здесь мы будем заваривать кофе. Так. Все. Так, это все остальное я, наверное, покажу в эфире уже. Засыпем кофе. Понадобится сам термос, ложка и кофе. Вот так. Ну, ждем включения. Сейчас на все это ушло у меня меньше минуты. Полезно как и взрослым, так и детям. Встаем и повторяем за мной. Наклоны вправо-влево, голова. Делаем все по 8 раз. 4. Хорошо растягиваем шейные позвонки. Выполняем суставную разминку без рывков. Все плавно. Мы пробуждаем свое тело. Плавно. Делаем без рывков. 4. Алло. 3. 2. Что вы подключаетесь? Мы вас не видим. 2 минуты до включения. 2 минуты есть. 2 минуты до включения. Еще раз. 2. 1. Влияние управления. 6. Руслан прямо в шлеме. 4, 2, 1. 30 секунд То же самое. до подводки. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох и выдох. И будет крайний третий. Вдох и выдох. На этом у меня все. Я желаю вам продуктивного рабочего дня и до новых встреч!
занимайтесь спортом. Непременно занимайтесь спортом. Ну а чашечка кофе с утра – неотъемлемый атрибут завтрака многих наших зрителей. С наступлением теплых дней его можно приукрасить и превратить в настоящее приключение. Ежегодно велосипедисты нашего города посреди недели собираются вместе перед работой и готовят кофе всевозможными способами. Называется это событие «Посредуха». Сегодня как раз среда, и у нас на прямой линии Руслан Ачиров и команда любителей кофе на велосипедах. Руслан, доброе утро. Руслан, доброе утро. Адрес говорит. Доброе утро, Вероника, доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня в это солнечное утро среды я нахожусь на площади Дружбы в городе Якутске. И здесь у нас очень интересная акция, которая непосредственно связана с утром, с началом бодрого дня. И поподробнее об этом расскажет ее организатор Евгений Никифоров. Евгений, доброе утро. Всем привет, друзья! Да, сегодня мы собрались на площади Дружбы. Это традиционное мероприятие, называется «Посредуха». Каждую среду в 6:30 мы собираемся где-нибудь в скверах города Якутска для того, чтобы попить кофе в замечательной компании, что-то скушать, зарядиться позитивом, бодростью, энергией и уже со всем этим грузом поехать на работу. Вот сейчас вы видите, как раз в самом разгаре приготовления, в самом разгаре будет сейчас подготовка кофейного напитка, всяческих разных блюд, и мы начнем пить. Да, но в целом у нас получается здесь на площади Дружбы не только мы велосипедисты, здесь идет суставная гимнастика вот у нас прямо в центре площади. Мы уже немножко пообщались и вообще в эфире уже все это было у нас, друзья, ну и продолжаются, как известно, ежедневные утренние зарядки. Ну а у нас здесь идет другой заряд кофем. Евгений, а вообще это, как сказать, всероссийская акция или вообще как история? Почему в Якутске было решено сделать это? На самом деле, да, во многих городах это действительно проходит. Это не российское, то есть не то, чтобы прямо все соблюдали условия каждую среду собираться, но кое-где ребята, да, собираются по средам до работы также в кофеварочках, в турках, готовят кофеек и едут на работу. И мы подумали пару лет назад, почему бы не внедрить эту традицию в Якутске. Ну, во-первых, конечно, сезон у нас летний достаточно короткий, нужно успевать за 3 месяца, потому что в октябре, в сентябре, в 6 утра еще холодновато, но сейчас мы этим днем сегодня открываем сезон, то есть замечательная летняя погода, и я думаю, что летний сезон в Якутске пройдет также успешно. Каждую среду в 6:30, напоминаю. Да, и надо отметить, что это открытие сезона, да, первое такое посредуха, первое, сбор, и тем да, не менее очень, да, около 10 человек нас, да, и давайте сейчас непосредственно перейдем к кофе. Ну, вообще в целом бывает так, что когда идет массовость или даже, может быть, несколько человек, но разные виды приготовления кофе. Мы специально не готовились к этому, то есть что будет, то будет, но сегодня у нас получилось, что день утра френч-пресса. Да, все верно. Были посредухи, когда люди проводили гейзерные кофеварки, капельные, турочки, какие-то разные приспособления, которые я тоже первый раз просто видел. Но сегодня так сложилось, что многие приехали со своими френч-прессами, и сегодня действительно, как сказал Руслан, будет утро френч-прессов. Но зато у нас есть ручная кофемолка, сейчас мы продемонстрируем, и заварим кофе у вас на глазах. Да, ну и обратите внимание, помимо кофе здесь есть вот яички, кто-то привез, чебуречи, да, прянички, и очень интересный вот такой вот бутерброд, сделанный в вафельнице, вот если будет видно. Ну а пока я хотел бы перейти к Дмитрию. Дмитрий — участник сегодняшнего утра. Дмитрий, это единственный человек, у которого сегодня есть ручная кофемолка. Дмитрий, давай покажем, как мы сейчас намолим кофе. И причем этот кофе, Вероника, я привезу в студию сегодня, да, тебе, и мы вместе его выпьем в прямом эфире. Вообще, в целом, для френч-пресса подходит любой кофе или определенной зернистости? Конечно, лучше всего заваривать свежемолотый кофе. Соответственно, нам понадобится ручная кофемолка, в которой есть регулировка степени помола. Это имеет большое значение. Помол должен быть не слишком мелкий, не слишком средний, а чуть-чуть крупный. Мы насыпаем сюда свежеобжаренные зерна. По идее, это надо делать с весами в идеале. Ну, вообще надо сказать, что в кофейном деле нет предела совершенству, да, то есть там такие нюансы порой бывают, что, вот, например, я сегодня узнал, ну, хотя мне уже 43 года, но только сегодня узнал, что, оказывается, нельзя кипятком заваривать. Какая температура должна быть у воды? Для фильтр кофе это примерно 92-95 градусов, в зависимости от сорта.
То есть надо дать кипятку чуть-чуть подостыть. Да, вот как только вода вскипела, заливать не следует, иначе кофе просто сгорит и вкус будет такой жженый получается. Чтобы он пару минут чуть-чуть остыл, и уже можно будет его заливать. Ну, вот обратите внимание, вот нужно дать дань организаторам. Здесь 3-литровый чайник, 5-литровая вода, да, то есть все, в принципе, что нужно с собой привезти, это, наверное, получается кружечку, можно френч-пресс, как сегодня, да, и кипяток будет здесь от организаторов. Так, мы намололи, да, и теперь... И теперь то, что намололось, оно падает в нижний резервуар. Вот такой. Пахнет он очень вкусно. Да. И просто заливается. Так, сейчас, подождите. Тут такой термос френч-пресс. На 5 минут френч-пресс. 5 минут. И мы сейчас попросим Евгения, да? Евгений помочь у нас залить нам. Да. У нас есть Александр. Он Александр? ответственный за заливку кипятка. Сейчас, смотрите, мы зальем 2 френч-пресса, да, у вас на глазах. Это происходит примерно вот так вот. Смотрите. Ого! Да, это прямо, это традиция заливок. Есть человек, специально обученный для заливок кипятка. Есть тот, кто чистит яйца. Есть тот, кто приносит каждый раз один и тот же сникерс. Но сегодня нет этого человека. Так, а теперь обещанный для студии кофе. Кипятка хватит на всех, не переживайте. Да, я думаю, что... И надо отметить, что он приходит пешком, не на велосипеде, да? Шутка. Нет, вот смотрите, наглядный пример. Человек в рабочей одежде. То есть сразу понятно, куда он поедет после посредухи. А остальные, может быть, даже поедут спать сладко, да? Кто-то на работу, кто-то вернется домой. Ну, может быть, еще человек фрилансер, да? То есть вполне, он приехал, да. попил кофе и поехал домой дальше продолжать свой сон. Почему нет? То есть это... Так, все, продолжаем. Так, спасибо большое. Значит, сейчас Вероника вот таким образом заливает... Можете подержать что-нибудь? Ага, микрофончик. Вообще, френч-пресс... я же сразу не давлю, да? То есть... Нет, надо, чтобы он это... Да, Всё. он должен постоять немножечко, минутку примерно, Да. буквально минутку, потом плавно опускаем, ну даже Так, побольше, подождите, наверное. Евгений не слышал, наверное. Так, Евгений сейчас расскажет про френч-пресс. Да, технология на самом деле достаточно простая. Ну, может быть, мы делаем это неправильно, но мы делаем так. После заливки кипятка нужно пару минут дать ему постоять и затем плавно один раз, не вот так вот нажимая, качая его, а один раз опустить сам пресс, собственно, для того, чтобы получить напиток. Еще дать настояться пару минут. И потом уже можно разливать по кружкам, добавляя по вкусу молоко или кипяток. Кофе вот именно в такой помолотый. Вариации получается очень крепким, то есть это не каждому нравится, поэтому можно всегда разбавить кипятком, ну что-то типа американо получить. Так, ну, Ждем, да, минутку ждем. Да, спасибо большое. В общем, друзья, если у вас есть велосипед, если вы любите кофе, то каждую среду можете вступить, да, в группу и, соответственно, знать, когда и где будут происходить посредухи, и где можно попить кофе перед тем, как отправиться на работу. Вот, это сейчас здесь кофе заварится, и я приеду в студию Я вместе спешу с Вероникой, в студию. мы попробуем, что у нас получилось. Да, сейчас я скоро туда направлюсь. Но с нетерпением ждем, когда Руслан к нам вернется. С нетерпением ждем ароматного вкусного кофе, потому что аромат кофе по утру это, конечно, что-то сказочное. Но, дорогие друзья, не только аромат кофе пробуждает и способствует уверенности, а также возможности концентрации. Наша рубрика «Ароматы утра» спешит к вам на помощь, чтобы во время сессии, во время экзаменов вы знали, какие ароматы помогут вам лучше подготовиться к экзаменам, лучше настроиться, сконцентрироваться, легче справиться со стрессом. Ну, узнаем прямо сейчас. Вышли? Ага, все. Спасибо. Ты забыл рэк нажать? Да, все, спасибо большое. Ага. Что, серьезно? Нет, 8 минут. Круто. Спасибо огромное. Смотрите, у нас какой человек, оператор. С помощником. Это режиссер, да? Спасибо большое. Так, все у нас готово. Я, наверное, быстрее всех на работу уеду сейчас. Там уже, Руслан, ты где? Давай-ка. Ну ты же, кстати, кроме шуток, на работу реально поедешь отсюда, да? Ну да. То есть концепция соблюдена, получается, будет. Не, я уже сейчас на работе. Блин. То чувство, когда ты на посредухе и на работе в то же время. Друзья, обратите внимание, здесь это же кружка из поезда, да?
Это какой-то раритет? Стиль, да. Стиль в таком... в стиле СССР. Да. То есть С хрустальным стаканом. хрустальный стакан. Супер. И это чай внутри, да? Да, натурально. Здорово. Ну, вообще чай на самом деле тоже не возбраняется совершенно. Чай можно тоже пить, да? Жестокий нрав. Круто, круто. Принципиально кофе. Какао, горячий шоколад, чай, почему нет? То есть даже настой ромашки, кто чувствует себя плохо, с проблемой. Терафлю там заваривали. Так, поджига, тебя не слышно. Ну ладно, мне уже звонят. Ага, все, собираемся быстренько. Сейчас. Так, алло. Можно? Че? Давай, хорошо. Все, я сейчас еще здесь. Так, что тут было у нас? Да, у нас, получается, благодаря организаторам даже не пригодился мой наборчик. Все было здесь. Но, тем не менее, главное подготовиться. Так, тут у нас... Сейчас надо успеть в эфир. Всем пока! Так, сейчас надо добраться до работы. Хорошо, все, сейчас 5 секунд. Здравствуйте. До конца эфира еще минут 30. Надо еще отдышаться. Я не знаю, что у меня под головой, под шлемом. Прическа будет велосипедная. Работаем. Так. Жарко. Сниму там, да? Да. Пусть, да? Наушники где? Наушник. Кружка есть у Вероники? Да, есть. Вот эту футболку я покупал 2 года назад, когда был худее. Сейчас приходится вот так вот разговаривать. Так, вообще, вот так вот просто забежать в студию нельзя. Вот, Данил не дает, говорит, надо всякие провода надевать, подключиться. Так, кофе заварился. Так, есть время, может быть, я сахар достану. Сахар, что? Практически. Скучки. Привет. Привет. Вон кружка. Кружки готовы? А я железные кружки дал. Сейчас порепетируем. Помощь выпускникам со службами образовательной потребности. День рождения Санкт-Петербурга. У нас запас есть? Так, я вот так сажусь, захожу, да? С термосом. Ой, не с термосом. 1 июня авиакомпания «Флайт» запускает прямой беспересадочный рейс Сочи, Якутск, Сочи. Как сообщает пресс-служба. Ничего не успел. Смотри, на вторую я скажу, что я жду Руслана. Он уже приготовил. Так, сейчас вот видите нашу студию. Ты меня Да? слышишь? А? Я скажу, что я вот уже приготовила. Жду с нетерпением Руслана, и ты забудь. Ну, чтобы как-то милость. Я мечтал. А надо так тук-тук-тук-тук-тук, да, сделать? Хорошо, давай. Вот потом не забудь там сбросить всем. Нам очень интересно.
Что делать? Сбросить сюжет. Ну, испытан на себе будет. Вот. Запахавшись. Сейчас закончится выпуск новостей. И затем план такой, что Вероника поприветствует, скажет, где Руслан. И тут я прихожу и наливаем кофе. Первый раз я забежал в ботинках. И в шлеме. Ну, я же приготовила кружки, с нетерпением жду Руслана. Сейчас должен забежать с минуты на минуту и, конечно, рассказать нам, что же такое за удивительный кофе. О, доброе утро! Да, доброе утро. Доброе утро, Вероника, доброе утро, наши телезрители. Еще раз. Ну, я сейчас вот заварил кофе здесь в термосе. Может быть, передержал, да, пока ехал, но старался как можно быстрее. Поэтому сейчас тебе нальем кофе, продегустируешь. О, красота какая. Вообще, надо сказать, что действительно вот так вот начинать утро на велосипеде на одной из площадей города Якутска, да, то есть зарядиться эмоциями, пообщаться с ребятами, заварить кофе, позавтракать. Это просто супер. То есть, запах потрясающий, да? запах. Ну, вообще надо сказать, что я бы, у меня не столько много познаний в заваривании кофе, да, то есть мой кофе был бы, наверное, немножко похуже. Потому что я с собой взял уже сразу перемолотый кофе, а там прямо это перемолото Дмитрием руками, вручной. Спасибо большое, Дмитрий, очень вкусно. И правда, вкус не пережженный, вот как говорили, что от кипятка тоже зависит, прям вкусно, да. Вот я теперь перестану, то есть заваривать кофе сразу кипятком. Действительно, нужно подержать. Ну, всем рекомендуем присоединиться к этой акции. Обязательно, если у вас есть такая возможность и потребность пить кофе по утрам, каждую среду присоединяйтесь, желательно на велосипедах, желательно захватив свой фирменный рецепт кофе. Поксидухи? Да, ой, кстати, я забыл снять шлем, да, у меня сегодня будет велосипедная прическа, если что, друзья, не обращайте внимания. Ничего страшного, ну, это оправдано, ты же спешил к нам с кофе. Да, я запахался, вот, ну, а мы продолжаем наш выпуск. Испытано на себе. Так, сейчас в завершении эфира снимаются все шнуры обратно. Так. Вот мы всегда на связи со студией, с этой частью, с помощью вот этих наушников. Так вот. Такой специальный наушник телесного цвета. Ага, и прищепка. Прищепку можно свою, да, приносить? Да. Главное нашу не таскать. Да. Как некоторые. Да. Так, а мы сейчас у Вероники спросим, как кофе? Замечательно, он очень крепкий. Шикарно пахнет. На самом деле, вот если говорить ароматов утра, то для меня это настоящий аромат утра. Поэтому спасибо большое, Руслан. Это было очень вкусно, очень бодро. И я безумно рада, что ты успел до конца эфира. Да, ну, я очень рад, что у нас все получилось, все прошло по плану. В принципе, думаю, украсили эфир кофе. Вот, ребятам большое спасибо. Ну и напоминаю, что каждую среду в Якутске проходят вот такие вот посредухи. Можно приехать попить кофе и затем поехать на работу. Следите за соцсетями. Я думаю, если у вас есть велосипед и вы более-менее в велодвижении, то вы находитесь в группах определенных. Ну и вообще в соцсетях обычно выкладываются афиши. Вот. Ну а это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Сегодня мы с вами побывали в прямом эфире. Испытано на себе.